Друзья, в этой второй части видео мы также поговорим о древних картах и их роли в установлении исторической идентичности Абхазии как части Грузии. На протяжении веков, как это подтверждают многочисленные древние карты, Абхазия неизменно входила в состав грузинских государств. Мы увидим, как географические представления истории и культурное наследие переплелись на страницах этих карт, формируя уникальную картину, где Абхазия всегда была неотъемлемой частью грузинского мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы подробнее узнать о том, как исторические факты и свидетельства из прошлого подтверждают, что Абхазия – это не просто часть грузинской культуры и исторической традиции, а глубокая и значимая ее составляющая. Первая карта – это фрагмент карты Черного моря Диего Омема, 1559 год. Карта признана одной из наилучших по мастерству исполнения. Она хранится в отделе картографии Парижской национальной библиотеки. Автор является сыном Лопо Омема, официального картографа царя Португалии. Публикуемая карта является весьма точной и достоверной. Надпись «Менгрелия», то есть Мигрелия, а также грузинский флаг недалеко от Азовского моря и многие топонимы неопровержимо доказывают, что за рекой Кубанью находится Мигрелия. К северу от Фазиса обозначены следующие топонимы и гидронимы: Липотимо, Цхенисцкали, Негапотимо, река Ингури, Коробанду или Корбедия, Агурбедия, Таманса, Тамыш, Сатамашо, Гото, река Кодори, Зикаба, Цхаба, Малпитан, Мальфитан, Порто Мегрело, то есть Порт Мигрели, Севастополе, Сохуми, Севастополе, Сухумский мыс, Флуме де Копия, Анакопийскали, Каббо-Буксо, Самшитовая гавань, то есть Бзыб, Пецонда, Пичвинта или Пицунда, Гиро, Круг или Пицунский мыс, Какари, Тагра. Смотря на все эти топонимы, можно уверенно сказать, что ничего абсуйского тут нет. Все топонимы и гидронимы грузинского либо греко-латинского происхождения. Вторая карта – это фрагмент карты Якова де Майоло, он же Джакомо де Маджалло, 1563 год. Карта Атлантики и Средиземноморья, составленная Майоло, хранится в отделе географического общества Парижской национальной библиотеки. Автор является сыном Висконте де Майоло, официального магистра по морским картам при Генуэзском сенате. Генуэзцы, как известно, имели свои колонии на Черноморском побережье и прекрасно знали политическую ситуацию в регионе, его географию, этнический состав и так далее. Кроме разных названий, на карте изображены цари Испании, Франции, Польши, России, то есть Московии, Турции, Татарии и так далее. У подножия Кавказских гор, начиная примерно от района Хосты, значится Мингрелия, то есть Мигрелия, а севернее от Хосты, уже в горах, Авогазия, то есть Абхазия. Еще севернее, возле Азовского моря, отмечена Зичья, то есть Джикетия. Третья карта. Фрагмент карты Сидери, 1565 год. Карта Сидери хранится в отделении картографии Парижской национальной библиотеки. Ее название «Средиземный бассейн» включает побережье Черного моря. Карта сильно повреждена, в результате невозможно определить всю топономику в интересующем нас регионе, однако надо полагать, что топономика в основном осталась та же, что и на прежних картах. Обращает внимание турецко-мусульманское знамя несколько севернее от Пицунды, Пичвинты, а ниже надпись Мимгри, то есть Мигрелия. По картам можно проследить постепенное сужение пределов последней. Место, где воздвигнуто турецко-мусульманское знамя, долго служило довольно хрупкой межэтнической и административной границей между двумя грузинскими провинциями Мигрелией и Абхазией. Карта четвертая. Карта Арканджело Ламберти, 1654 год. Составлена итальянским миссионером Арканджело Ламберти, пребывавшим в Мигрелии 18 лет. Опубликована в книгах автора «Описание Колхиды», Неаполь, 1654 год. Описание Колхиды, называемой теперь Мигрелией. В
В секторе Кодории, тогдашняя граница между абхазским и грузинским регионами Ингури, обозначены следующие топонимы и гидронимы: Транда, Кодори, Каракс, Сатамашия, Цургили, Мармарискари, Мармарисцкали, Пшия, Корда, Тхваджи, Тхвана, Питаури, Моквисцкали, Илори, Меркула, Галицга, река Галис, Мокви, Илити, Мерцхули, Пуцкури, Ципурия, Сида, Кадари, Бергеби, Эрисцкали, Набакия, Анаклия, Энгури и многие другие. Все названные топонимы и гидронимы являются чисто грузинскими, в частности мигрельскими. Только один горный топоним Агу, может быть, имеет связь с апсуйским языком, а легионы и Тиркаруэмпариум латинские и означают соответственно войска и турецкий рынок. Армен, возможно, армянская колония. Также на карте хорошо видно построенное Леваном II Дадьяни оборонительное сооружение с надписью, которую вы видите на экране, но, к сожалению, я не знаю, как это читается, но зато знаю, как это переводится. Стена длиною в 60 тысяч шагов, воздвигнутая для приостановления набегов абхазцев. Апсуйцы, назвавшиеся абхазами, к тому времени уже успели занять земли до Кодори. Погнали дальше. Пятая карта. Карта Кристоферо Кастелли, 1654 год. Карта называется карта Колхиды или сегодняшней Мигрелли, составлена итальянским миссионером Кастелли в 1654 году. В секторе Кодори-Ингури Кастелли фиксирует те же грузинские топонимы и гидронимы, что и Ламберти, за исключением Жирпиджи и Сачино. Топонимы тоже мигрельского происхождения. Жири с мигрельского переводится как «два», а пиджи – это рот или пасть, то есть две пасти. Зачитываю вам следующие топонимы: Таранда, Кодори, Сатамашия, Цургули, Мармарискари, Пшия, Корда, Мармарисцкали, Агу, Тхваджа, Тхвана, Питаури, Моквисцкали, Илори, Легиони, Меркула, Галицга, Галис, Мокви, Тилити, Пицкури, Аперзоли, Лимори, Куда, Цимури, Гагида, Сачино, Педия, Чхортили, Сатанджо, Шешелети, Гигиели, Самхари, Пицурия. 99% этих топонимов и гидронимов имеют грузинское, в частности мигрельское происхождение. На карте Кастелли, как и на карте Ламберти, обозначено оборонительное сооружение, построенное Леваном II Дадьянем, той же надписью. Большинство из этих грузинских топонимов исчезли в результате смены населения, особенно в секторе Галицга-Кодори, захваченном в конце 17 века апсуйцами. С этим связана последующая апсуизация топонимики в указанном регионе. Если вам понравилось видео, то обязательно подпишитесь на канал и нажмите на лайк.